Омар Абдразакович, Айтсаңыздар, вот у нас же там площадка ООНовская есть, да? Какие инициативы, какие проекты мы смогли, пользуясь этой замечательной возможностью, национальные интересы Кыргызстана, в рамках национальных интересов Кыргызстана продвинуть? Вот в конце декабря 2025 года закончилось наше трехлетнее членство в Совете по правам человека в Женеве. И каждый год мы принимали резолюцию, и одна из самых больших наших достижений, и это не только постпредство, это весь МИД, потому что это общая работа, это принятие резолюции об защите и продвижении экономических прав женщин и девочек. Эта резолюция постоянно будет теперь приниматься каждые 2 года. И при этом там создана рабочая группа при Совете прав человека, которая будет заниматься именно анализом глобальным, как реализация экономических прав женщин не на словах, а на деле проходит во всех странах мира. И теперь это уже обязательство всех стран-членов ООН представлять соответствующую информацию. Ну, кроме тех, конечно, которые вышли из состава прав человека, такие как США, Израиль. Вот, а все остальные будут теперь отчитываться. Это вот наиболее яркий пример. Но есть еще много других. Если время позволяет, я могу... Вот мы, кстати, спутник, допустим, обсуждаем для Кыргызстана тоже. Много разных. Если есть время, я могу рассказать. Хорошо, Рахмат.